Здравствуйте. Тема сегодняшнего занятия – американские идиомы. Everyone bakes cookies. Bob tells his family that cookies are selling well. He asks his kids to help bake more cookies for tomorrow. Nicole says she's too busy to lend a hand. Все делают печенье, выпекают. Боб говорит своей семье, что печенье продается хорошо. Он просит своих детей помочь выпечь больше печенья для завтра. Николь говорит, что она чрезмерно занята, чтобы помочь. The cookies are selling like hotcakes. Печенье продается исключительно хорошо. Way to go, Dad. Так держать, отец. I need your kid to help out tonight with the cookies. We need another 1000 by morning. И мы хотим, чтобы вы, дети, помогли нам ночью выпекать эти печенья. Нам нужно 1000 до утра. 1000 by tomorrow morning, that's impossible. 1000 до завтрашнего утра это нереально. Amber and I will lend a hand. She's real night owl. She won't mind staying up late. Amber и я, мы поможем. Она полуночник. Для нее не будет проблем не спать всю ночь. Nicole, we'll need your help too. Николь, тут тоже нам должна помочь. Bake cookies the night before the election, nothing doing. Выпекать печенье за ночь перед выборами? Не, я такое делать не буду. Lighten up, big shot. You're running for high school president, not president of the United States. Так, уменьши амбиции, ты большая шишка, которая еще не является большой шишкой. Ты всего-то баллотируешься на президента школьного самоуправления, а не на президента США. Ted, you really get on my nerves sometimes. Ted, ты меня иногда реально напрягаешь. Okay, kids, let's stop fooling around. We need to get the show on the road. Так, дети, все, хватит дурачиться, пора приступать непосредственно к тяжелой штурмовой работе. Big shot. Powerful important person. Большая шишка. Причем два варианта, или в позитиве, либо иронически над кем-то поиздеваться. Martin has become a real big shot in Hollywood. This year he produced several movies. Мартин стал большой шишкой в Голливуде, он снял несколько фильмов в этом году. Adam is a big shot in Silicon Valley. He started a very successful software company. Адам стал большой шишкой в Кремниевой долине, Силиконовая долина в США, где делают кучу компьютеров. Он основал успешную компанию, которая выпускает программное обеспечение. This expression can be also used in negative sense to mean somebody thinks they're really important now that she has been promoted to vice president, but thinks she is such a big shot. Выражение может быть в негативном смысле, чтобы показать, что кто-то думает, вроде он как бы важный. К примеру, ее подняли всего-то до вице-президента, а она уже себя считает за большую шишку. Fool around to waste time to spend it in a silly way. Дурачиться, страдать фигней. If we keep fooling around here, we'll be late to the restaurant. Будем тут дуреть, не успеем в ресторан. Stop fooling around, we've got lots of work to do. Хватит прикалываться, у тебя много работы. This expression also can mean to have casual sexual relations. Example, Steven Tanner while fooling around in the back seat of the car when the policeman knocked out on the window. Еще и может быть сексуальный подтекст, в смысле непристойное поведение. То есть Стив и Таня непосредственно вели недостойные поступки с точки зрения морали. На заднем сидении машины, когда полицейский постучал в окно. Get one's nerves to annoy or irritate someone. Действовать на нервы. My neighbor Joe barks all night, really gets with my nerve. Собака моего соседа гавкает всю ночь, она мне напрягает на нервы. Please stop whistling, get on my nerves. Хватит свистеть, это действует мне на нервы. Синонимы to get under someone's skin, дословно подвесь под шкуру, как муравьи под шкурой бегают, to bug someone, то же самое напрягать. Get the show on the road, to start what to begin undertaking. Начать непосредственно серьезную работу с высокими показателями и заранее видимым результатом. We can't afford to waste any more time, let's get to the show on the road. Мы не можем тратить больше времени, все, пошли вкалывать. Kid, let's get to the show on the road, we don't want to be late for the movie. Дети, пошли серьезно работать, мы не хотим опоздать в кинотеатр. Help out, помогать, lend a hand, помогать, то же самое. Lighten up,
Stop taking things so seriously. В смысле, опустись на грешную землю, не будь таким серьезным. Lighten up. I'm sure Ted was only joking when he said to guitar playing gave him a headache. Да, не бери в голову, расслабься. Я думаю, Тед всего-то слегка прикалывался, что он сказал, что твоя игра на гитаре вызывает у него головную боль. Ted, stop. Don't always takes his job so seriously, he needs to lighten up. Дон перевыкладывается в своей работе, он чрезвычайно серьезный, надо ему сбросить обороты. Chill out – это сочковать, то есть прохлаждаться. Take it easy – ну, скажем прямо, расслабон. Следующее. Night owl, полуночник, дословно ночная сова. A person who enjoys being active late at night. Sarah goes to sleep every night at 3 a.m. She's real night owl. Сара полуночница, она ложится спать в 3 часа утра. I never go to bed before midnight. I'm a night owl. Никогда не ложусь спать раньше полуночи, я полуночник. Nothing do it, not a chance. Ни грамма такого не случится. You want me to buy the Golden Gate Bridge from you for $1 million? Nothing doing. Ты хочешь, чтобы я купила у тебя мост Золотые ворота? У тебя? Да еще за $1 миллион? Нифига подобного. You want me to write your paper on Catherine the Great? Nothing doing. Ты хочешь, чтобы я написала твою работу за период правления Катерины Великой? Нифига подобного. No way, not on your life. Ни в коем случае, ни при каком варианте и так далее. Selling like hotcakes, blockbuster, то есть их очень хорошо продавать. Stay up, not to go to bed, stay awake. Не спать, работать. Ted and Amber stayed up all night talking about cookies. Ted и Amber не спали всю ночь, обсуждая про печенье. Whenever I stay up late, I regret in the next morning. Когда я не ложусь спать нормально, по-человечески, а начинаю полночствовать, то я сожалею в следующее утро. Way to go, так держать. Я репетитор по скайпу Smart Teacher 197 и смогу вас научить английскому. Другие репетиторы не вытягивают до моего уровня. Мой ник в скайпе Smart Teacher 197. Первый урок бесплатно, цена последующих занятий 300 рублей, причем вы платите после урока. I am the best, всего наилучшего, goodbye.